Добрый вечер, Хайр Лекич. Приветствую всех телезрителей телеканала «Татарстан. Новый век». В студии Светлана Кадырова, программа «Трибуна нового века». Итак, безопасный фарватер в русле мер государственной поддержки предпринимательства. Как не наткнуться на подводные камни и в полной мере воспользоваться всеми мерами поддержки, чтобы не только удержаться на плаву, но и открыть новые горизонты для развития собственного бизнеса. Сегодня все эти вопросы обсуждаем с нашими замечательными гостями, которых с удовольствием я сейчас и представлю. Салават Фуатович Рахимов, главный советник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики СМС. Рядом со мной Марат Равильевич Абзалилов, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Республики Татарстан. Добрый вечер. Эмиль Ильфарович Хисматов, заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции Республики Татарстан. Здравствуйте. Также рядом со мной Илья Сергеевич Начевин, первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый вечер. Марсель Азатович Махмутов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия СМС. Гульнара Ильдусовна Сергеева, сопредседателя Центра «Бизнес против коррупции». Рада вас видеть. Добрый день. Инесса Викторовна Ярулина, исполнительный директор Центра электронной торговли Marketplace Легко. Добрый вечер. Рады вас видеть. Михаил Владимирович Кузнецов, уполномоченный по развитию предпринимательства в городе Казани. Здравствуйте. Вечер. Артур Сергеевич Николаев, первый заместитель председателя Союза торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Добрый вечер. Рады вас видеть. Ильяс Рамисович Мухаммедшин, директор компании «Зеланд» СМС. Добрый вечер. И Камер Межагитович Байтимиров, президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Татарстан. Добрый вечер. Итак, нас можно смотреть прямо сейчас и в группе ТНВ ВКонтакте. А я же начну с того, что план первоочередных мер поддержки экономики населения на уровне правительства страны состоит почти из 200 решений. Треть из них уже реализована. Вся информация опубликована на официальном сайте правительства. В разделе «Бизнес» 24 вкладки. Кроме того, на уровне республики в этом году на поддержку бизнеса из бюджета Татарстана предусмотрено финансирование 4,5 миллиарда рублей. Вот первый вопрос я хотела бы задать, Салават Фуатович, вам. На ваш взгляд, есть ли вероятность того, что всеми этими мерами поддержки не смогут воспользоваться те, кто ими действительно хотел бы воспользоваться и направить на свое развитие, и в результате на отдачу для экономики страны в этот период? И есть ли такие риски, и какие факторы могут повлиять? Вопрос очень даже хороший. И знаете, для того, чтобы на него полноценно ответить, наверное, мы должны понимать именно масштаб его. И когда мы с вами говорим вообще в целом и о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, и в целом только о малом и среднем бизнесе, должны сказать о том, что его доля в ВРП свыше 20%. На сегодняшний день даже в республике, например, число лиц, задействованных именно в этой сфере, свыше 600 тысяч человек. И, конечно же, когда мы с вами говорим именно о социальной составляющей этого вопроса, о том, что и президентом республики неоднократно и на ежедневных совещаниях постоянно особо уделяется этому вниманию, вопрос, конечно же, пресечения различных коррупционных рисков при именно оказании поддержки, различных форм поддержки, будь то финансовый либо не финансовый, она очень даже важна. И, конечно же, когда мы с вами говорим именно об осуществлении проверки и проверки именно тех или иных выделенных средств, да, при осуществлении различных форм поддержки, здесь очень важно именно устранение так называемого человеческого фактора. Да? Есть очень много различных программ, будь по линии сельского хозяйства, будь то линии по производству и так далее. И здесь, к сожалению, конечно, у нас есть определенные примеры, в том числе даже и среди тех лиц, которые должны проверять это, осуществляют определенный контроль именно за выделением этих средств. Они поддаются определенным, я уж так скажу, искушениям и, соответственно, совершают те или иные правонарушения. К сожалению, некоторые лица, знаете, как есть у нас пословица, да, быть у ручья не напиться, надо дураком родиться, да, воспринимают это, к сожалению, слишком близко и слишком буквально. Поэтому, когда мы говорим об, как вы правильно поставили вопрос, о наличии коррупционных рисков, они есть всегда. И наша задача, конечно же, в том числе и путем проведения таких телепередач, это именно пресечение этих рисков, а самая главная борьба именно и противодействие коррупционным в этой части проявлениям, это прозрачность, или как сейчас модно говорить, да, транспарентность всего этого вопроса. Поэтому проведение, я говорю же, именно таких вопросов и освещение их крайне необходимо. Хорошо, спасибо, Гульнара Ильдусовна, об искушении, о котором говорил сейчас, да, Салават Фуатович. Итак, вот, несомненно, новые меры, это нововведение, только еще все это начинается, но можно ли уже проследить, например, динамику обращений в центр? Но если сравнить с предыдущим годом, началом этого года, и вот на ваше мнение совпадает с мнением Салавата Фуатовича, насколько риски действительно сохраняются?
Во-первых, надо отметить, что в центр обращений в этом году меньше, чем в прошлом году, и это объяснимо. Если мы вообще получили меры государственной поддержки как широкое такое явление с началом пандемии, больше всего увязываем, то, конечно, тогда еще предприниматели до конца не знали. И много было моментов, которые спрашивали горячие линии везде, торгово-промышленной палаты, уполномоченную по защите прав предпринимателей у нас в СОПе. То вот сейчас, когда эти будут меры государственной поддержки, я полагаю, что у нас уже более грамотные предприниматели, и это не будет таким сложным, как был в тот период. Мы полагаем, но будем смотреть статистику и, соответственно, в дальнейшем еще будем это отслеживать. Я хотела бы еще обратить внимание на бизнес-барометр коррупции, который проводит торгово-промышленная палата ежегодно. Там впервые появилась такая сфера деятельности, как меры государственной поддержки, как коррумпированные меры. И в этом вот за 2021 год цифра составляет 9,6%. С одной стороны, она небольшая, но уже имеет место это быть. И если посмотреть другие сферы деятельности, получение справок, разрешения, земельные участки, контроль, то, конечно, эта цифра пока небольшая, и мы очень надеемся, что она не будет расти благодаря тому, что сейчас активно проводится цифровизация. Вот когда мы говорим вообще о коррупционных рисках, продолжение вот этой темы, мы же говорим о том, что риски исходят как от должностных лиц, которые дают преференции предпринимателям, так и от частного сектора, от юридических лиц, которые хотят каким-то образом быстрее активизировать прохождение документов, подкупы применяются, фальсификации где-то для получения мер государственной поддержки. Так вот, опять же, ссылаясь на цифры бизнес-барометра, хочу отметить, что поддержали цифровизацию 58% предпринимателей. Это исключение прямого контакта, что позволит как раз нам постепенно избегать этих рисков. А среди чиновников, что, кстати, впервые тоже проводился опрос чиновников, что интересно, поддержали 55%. И еще одну цифру хочу сказать. Отметили также, это изменения в законодательстве, своевременное внесение изменений в законодательстве, которые будут как раз препятствовать появлению коррупционных рисков, это очень важно. И именно предприниматели, большинство высказали 38%, а вот чиновники только 25% высказались на эту тему. Здесь абсолютно, конечно, есть определенный момент, над чем задуматься, о чем говорила Гульнара Дусовна. Она, конечно, сказала по поводу коррумпированной меры. Я чуть-чуть позволю скорректировать. Формулировку. Коррупциогенная. Коррупциогенный фактор. Да. Давайте так и назовем. Спасибо, Гульнара Ильдусовна. Еще такой вопрос, это тоже, наверное, мы считаем это мерой поддержки. На встрече президента республики с предпринимателем прозвучала мысль, что с отменой моратория на внеплановые проверки, на плановые проверки сразу же начались внеплановые. В общем-то, Рустам Нургалиевич там очень хорошо и сильно отреагировал, тогда достаточно жестко поставил определенные задачи. Вот, Марат Равильевич, разъясните обстановку вообще. Что можем, какой мораторий, что делать, если к тебе вдруг вместо плановой пришли внеплановые? Ну, объявленный мораторий на проведение проверок, это не значит, что органы контроля, значит, с этого периода могут проводить спокойно внеплановые проверки. Как уже было сказано, да, с 10 марта с введением моратория органами контроля было отменено 2211 плановых проверок, в том числе было завершено 127 плановых проверок и 386 неплановых проверок было ими завершено. Значит, с 10 марта с введением моратория практически все контрольно-надзорные мероприятия должны органы контроля проводиться по согласованию с органами прокуратуры. Есть исключения, это случаи, значит, если основанием для проведения проверок является поручение президента Российской Федерации, поручение правительства Российской Федерации и по требованию прокурора. Но, как показывает практика, таких проверок органы контроля проводятся немного, значит, и они составляют малую часть проведения проверок. Для этого органы прокуратуры, значит, получается, в настоящее время рассматривается заявление органов контроля, значит, дается оценка обоснованности проведения тех или иных мероприятий по контролю. И только в случае, значит, достаточных данных для проведения внепланового контрольного мероприятия органами прокуратуры согласовывается такая проверка, после чего она проводится органами контроля. Горячая линия уже работает? Горячая линия в органах прокуратуры работает уже около 2 лет. Но она специально с проверкой она еще была создана, значит, до введения моратория. И работает, значит, предприниматели могут звонить, обращаться. Кроме того, значит, еженедельно проводится прием граждан в органах прокуратуры. Туда тоже можно обратиться, значит, с заявлением, с обращением. Хотелось бы отметить, кроме того, что органы прокуратуры, значит, ориентировали органы контроля на то, чтобы ими, значит, проводились профилактические мероприятия
если есть такая возможность, до проведения проверки. Значит, кроме того, органы прокуратуры ежедневно проводится постоянный мониторинг единого реестра проверок и единого реестра контрольно-надзорных мероприятий, куда органы контроля должны заносить сведения о всех своих проведенных проверках. А в случае, значит, выявления нарушений закона о государственном контроле органами прокуратуры принимаются меры к устранению нарушений, допущенных органами контроля, значит, с привлечением дисциплинарной ответственности и административной ответственности должностных лиц. Хорошо, спасибо. Давайте сразу вот у человека с земли, бизнесмена и уполномоченного правом предпринимателя в Казани. Вот есть что добавить по проверкам бизнеса в Казани? Ну, на данный момент. По проверкам бизнеса могу добавить только то, что действительно мораторий действует, но вот, например, количество запросов, просто письмо от налоговой, надо запросить у предпринимателя какие-то там документы, возможно, да, оно увеличилось, и предприниматели об этом говорят. И это действительно сегодня стало целым бизнес-процессом, когда надо сажать человека, который отвечает на регулярные запросы. Я хотел добавить, на самом деле, вот про автоматизацию. Вот в прошлом году, когда коронавирусная история вся у нас случилась, меры поддержки тоже, позапрошлом, да, извините, и меры поддержки тоже были предусмотрены. Вот как раз там уровень автоматизации был достигнут максимальный, и мы получали одну из мер поддержки на сохранение штата как раз-таки полностью в автоматическом режиме, когда это было просто у тебя в онлайн-банкинге появляется запрос о том, что ты можешь получить, нажимаешь клик, приходит документ, этот документ можно подписать ЕЦПшкой, цифровой подписью, которая тоже в онлайне через смс-ку активируется, ты это все подписываешь, открывается договор. Вот я хотел сказать к тому, чтобы вот эта вот мера поддержки, как в нашем случае, да, чтобы она не стала бременем лишним, которое в кризис нам точно не нужно, а у нас именно так и произошло. Да. Не хватило каких-то там документов, как там что-то посчитали не так, и нас перевели, вот всю эту меру поддержки перевели в кредит. При том, что сам банк уже, выходя на контакт, говорил о том, что, ребят, бюрократия, мы ничего сделать не можем, идите в суд. Просто открытым текстом прям так говорили. Ну, мы пошли в суд, благо мы его выиграли, на это ушло там больше, чем полгода, да, они подавали периодически апелляцию, и вот буквально там в феврале они вернули те деньги, которые у нас инкассировали, да, ну, это такая хорошая штука. Это вот как раз-таки к аккуратности, да, введения и пользования мерами поддержки, которые, чтобы для предпринимателей не превратились потом в некое бремя, которое не нужно в кризис. Павел был не одинок. Мы рассматривали у нас на ЦОПе на заседании, таких обращений было несколько, что действительно под видом, что сокращение, не соблюли сокращение штатов, увеличивают до 15% кредит с 3%. И мы даже обращались к депутатам нашей Государственной Думы, чтобы направили запрос в банки и разобрались с этой ситуацией. Если почти 1,5 года у вас длилась, да, вся эта история? Да, это очень долго, при том, что вот это как раз-таки все говорит о автоматизации. То есть сами сотрудники банка, они говорят, ребят, в суд, ну все, ну мы все равно с вами ничего не договоритесь, идите в суд. Надо понимать, что не каждый предприниматель еще на это готов идти. У кого были суммы большие, те пошли в суд, у кого были суммы маленькие, просто на это дело закрыли глаза, да, и кто-то доплатил там что-то или еще что-то. Хорошо, спасибо. Еще раз давайте сейчас обратимся к экрану. Итак, принимаемые антисанкционные меры поддержки бизнеса можно разделить, в общем-то, на две группы. Нефинансовые меры, это мораторий, проверка, да, которую мы уже разобрали. Кредитные каникулы, обнуление НДС, туристической инфраструктуры, продление лицензий, приостановка инициирования банкротства должников, отмена штрафов за неисполнение договоров из-за санкций. И поддержка системообразующих предприятий. У нас в студии сегодня такой предприниматель, который ведет свой бизнес 7 лет, если я не ошибаюсь, довольно успешно в одной из самых конкурентных сфер строительной отрасли и поставка строительного оборудования. Илья Самисович, вот какими мерами поддержки вы уже или воспользуетесь, или воспользовались, пользовались ли раньше, помогало ли вы, что на себе сегодня прочувствовали? Вообще, справедливости ради сказать, тут, наверное, по получению всех этих мер поддержки, в том числе нематериальной, да, есть, наверное, у предпринимателей, ну, я могу за себя только говорить, но я думаю, есть кто меня поддержит и понимает определенные страхи и стереотипы, которые, ну, вокруг этих мер поддержки строятся. Это в первую очередь, ну, в кавычках, да, там, брать у государства денег, это имеет определенные за собой последствия. Это возможные и проверки, и возможные какие-то, так скажем, неосознанные и нежелаемые недочеты, которые могут привести к последствиям. Ладно, банк деньги спишет, да, если, не дай бог, дело уголовное заведут, это как бы уже неприятно. Вот, но, наверное, по мере роста себя, как, да, предпринимателя, роста бизнес-компании, ну и в целом в связи с текущей обстановкой, да, как бы, которая, понятно, не там, в первый месяц произошла из-за санкционных мер. Мы работаем как бы в сфере с большими предприятиями, системообразующими компаниями. И для нас сейчас важно дальнейшее наше развитие в рамках развития своих производственных мощностей. И
за весь период мы воспользовались в реальности лишь 2 программами. Это в один год ФОТ-1 программа и во второй год, ну, как бы продление этой программы ФОТ-2. Какие-либо другие меры мы не пользовались и не брали. Но компании и нами в целом задача поставлена для того, чтобы сейчас этот вопрос прорабатывать и эти поддержки получать. Опять-таки, с какой мы сложностью столкнулись, да? Но я не скрою, как бы в любом случае получение в маленьких, по крайней мере, предприятиях, какие-то там кредиты, суды и поддержки, это, наверное, ну, лица первого ряда принимают, и в своей компании эти решения как бы принимаю я. Для меня очень сложно, помимо того, что кучу вопросов надо в бизнесе, ну, как бы понимать, разбираться, еще и как бы в этот вопрос нужно вникнуть, и он достаточно сложный. Почему действительно, вот, ну, Михаил он прям очень здорово подметил, что программа ФОТ, она была очень легкая. Зашел, онлайн все оформил, банк тебе причем помог это сделать, да, там менеджер твой сопровождающий. Касаемо других мер поддержки, я как предприниматель столкнулся с сложностью, то, что они очень обтекаемые и нет какой-то четкости. Да? Но в целом тут можно опять склонять к тому, что не до конца, возможно, доведена информация и упакована в формате «я вот не, их же много, а какая конкретно для меня применительна, мне непонятно». Да? И в целом сейчас задача этот вопрос изучать. И обязательно, изучить все меры поддержки. И обязательно идти к тому, чтобы эти меры поддержки получать, потому что, ну, в целом, как бы я понимаю, что сейчас это для бизнеса очень сильное плечо, и это большая помощь. Могу, кстати, тут немножко добавить. Буквально позавчера Москва анонсировала сервис, портал по подбору мер поддержек. То есть их настолько сегодня много анонсировано, да, что предприниматель просто путается, и сделали специальный сервис, куда вбиваешь свой ИНН, да, и тебе показывают, что тебе подходит. Это тоже бизнес для некоторых. Да. Я так предполагаю. Теперь по финансовым мерам поддержки. Это вот несколько пакетов кредитов. Суммы, сейчас на экране нам тоже дают, от 3 миллионов до 2 миллиардов со ставкой до 15%. Также добавим, что планируется и предприятиям малого и среднего бизнеса, выпускающим высокотехнологичную продукцию, выдавать кредиты по 3%. Илья Сергеевич, насколько я понимаю, предложение правительства пока в стадии разработки. Но вот вообще IT-сфера оказалась в привилегированном таком положении, да? Мы понимаем, почему в таком положении она оказалась, потому что да, спасибо. Ну, сложно со специалистами у нас оказалось. Ну, она не то, что оказалась в привилегированном положении, наверное, IT-отрасль это сегодня необходимо для дальнейшего развития. Данный пакет мер, вот, в частности, допустим, говорить про 3% ставки кредита, да, это правительство уже, вот немножко поправлю, оно уже утвердило сегодня правила льготного кредитования. Это вот произошло 25 марта, уже постановление правительства Российской Федерации уже вышло. То есть таким образом сегодня займы для малых и средних предприятий, которые выпускают высокотехнологичную и инновационную продукцию, станут доступнее благодаря так называемой господдержке. То есть, как и говорил, что это будет не более 3% суммы кредитования. То есть разницу между рыночной и льготной ставкой кредиторам будет восполнять государство. Кредиты будут предоставляться на инновационные цели и наполнение оборотных средств со сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредитования будет максимум 500 миллионов рублей. То есть в федеральном бюджете сегодня уже предусмотрено субсидирование вот таких вот льготных ставок. И на 2022 год это 750 миллионов рублей, на 2023 год это 1,4 миллиарда рублей, на 2024 год это 1,8 миллиарда рублей. То есть таким образом для небольших организаций, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, это дополнительная возможность реализовать свои цели, так скажем, свои проекты и стать новым технологическим лидером на территории, по крайней мере, у нас Республики Татарстан. Пусть так и будет. Хорошее заявление, позитивное. Эмиль Ильфарович, вот сейчас обсуждали, что запустили портал, да, уже в Москве по поддержке, по тому, как разобраться в тех мерах поддержки, которые есть. Есть ли у нас сегодня какая-то площадка по обмену информацией, вот, например, по импортозамещению? Несколько гостей уже наших программ об этом говорят, что нужно где-то встречаться потребителю, поставщику, понимать, кто что производит, а может быть, в соседней деревне делать то, что я заказывал в Германии. Да, конечно, такая площадка есть. На базе Республиканского маркетингового центра запущен центр импортозамещения. Это вот только? Это вот он запущен и оперативно уже и работает. Он состоит из 2 разделов. Это раздел по ранее закупаемой продукции, страна-производитель которой это была включена в перечень недружественных государств. А второй раздел – это раздел по предложению по импортозамещению. Эти каталоги, они уже сформированы и доформируются в реальном времени.
В разделе ранее закупаемой продукции более 100 тысяч видов товаров, которые ранее закупались. В предложениях по их замещению более 109 тысяч тоже товаров. Нормально, да, соответственно? Здесь Просто разные важно, позиции. что предприятие, оно может и дополнить свои предложения, узнать для себя потенциальные ниши именно в разделе ранее закупаемой продукции, чтобы создавать уже у себя и локальные производства. Поставщики потенциальные могут найти для себя дополнительный канал сбыта, определить потребности. Для того, чтобы использовать этот ресурс, необходимо зайти на сайт Республиканского маркетингового центра, ну, разместить, соответственно, и закупку. Информация представлена на сайте. Для того, чтобы пользоваться данным инструментом, проводятся и обучающие мероприятия. Ближайшее запланировано на 5 и 8 апреля. Эта вся информация представлена на сайте. Она открыта, доступна, и любой желающий может найти для себя и потребности, и указать о своей проблеме, с трудностями, с которыми он столкнулся в связи с нарушением логистических цепочек. Мне кажется, можно было и раньше это сделать, да? То есть вот, актуально это сегодня, вовремя, но по идее предполагалось, что это должно было быть раньше. Согласны? Ну, во-первых, еще на федеральном уровне все-таки тоже прослеживается меры поддержки по импортзамещению именно, потому что совместно с Газпромбанком Минпромторг организовал отдельный тоже свой портал. Почему они смогли тоже довольно-таки быстро организоваться? Потому что Минпромторг вообще ведет реестр товаропроизводителей Российской Федерации, и там становится понятно, кто производит, что производит, какой код товаров, и, соответственно, легко довольно-таки можно войти в эту систему. И теперь остается только переработать и понять, что нужно еще нашим производителям и потребителям. Но эта система, на самом деле, игра в долгую, потому что, с одной стороны, импортзамещение, да, этим надо заниматься, но одномоментно, конечно, это все не решит для выстраивания полной цепочки. Поэтому здесь еще все-таки большое внимание импорту из тех стран, которые мы можем все-таки что-то вывозить. Поэтому здесь основное направление — это все-таки Китай, это Индия, Малайзия, то есть вот те страны, которые, в принципе, готовы с нами работать. Ну, согласна, что игра в долгую. Кстати, журналисты окрестили эти площадки уже сайтом бизнес-знакомств и так далее. В общем, как и любые знакомства, там до свадьбы-то, в общем, дело не быстро доходит. Михаил Владимирович, какие предложения поддержки малого и среднего предпринимательства вот сейчас на данный момент вы считаете уже оптимально, которым пользуются максимально? Ну, наверное, стоит отметить, что федералы в этом плане запаздывают. Понятное дело, что на муниципальном уровне быстрее можно принять решение. И поэтому город здесь быстро отреагировал. В городе создан оперштаб по этой ситуации. Была хорошая площадка, в кавычках, конечно, хорошая, это коронавирусная, да, когда опробированы были некоторые меры поддержки. Соответственно, город сразу отреагировал. Это продление льготной парковки. Это на текущий сезон у общепита веранды бесплатно также модно, да. Мораторий на штрафы по админкомиссии, те штрафы, которые не несут угрозы жизни. Ну и самое, наверное, ожидаемое, это от республики пришло о том, что общепиту можно таки работать в ночное время. Это действительно очень хорошая мера. Там колоссальные цифры, которые почему-то никто пока еще, так скажем, из чиновников не верит. Да, в 3-8 раз увеличилась выручка общепита, если мы говорим как раз про самые как до пандемии 80%, по-моему, достиглись. Да, вот именно вот эта вот отмена. Соответственно, и все остальное происходит в таком формате, что мы собираем предпринимательское сообщество, подаем инициативу, в первую очередь на уровень, соответственно, республики, да, в соответствующие министерства, а там уже дальше поднимается. Мы ждем, потому что надо отметить о том, что у многих анонсов мер поддержки еще до сих пор не существует НПА, нормативно-правовых актов, по которым они будут работать. Это очень плохо. Самый, наверное, актуальный, который сейчас есть, вот сейчас с 1 апреля у нас так называемая сушка дорог, да, это влияет в том числе на повышение розничной цены товаров, особенно там на большегрузно. Вот есть обращения от наших предпринимателей казанских, да, которые там делают крупнотоннажные какие-то вещи. Потом, наверное, одна из самых тоже актуальных на сегодняшний день является это лимиты, за которые предприниматель может вылететь по патенту и по ОСН, например, потому что в одном случае 60 миллионов, в другом 150 плюс 50 это 200. И просто из-за того, что повысился товар, да, вот предприниматель может вылезть на эти режимы и попасть на другие совсем вещи. Ну и что самое, наверное,
главное о том, что, понятное дело, что будет инфляция будет большая, зарплаты россиян не вырастут согласно инфляции, поэтому спрос точно будет меньше, но он будет. И вот этот спрос в угоду того, что у нас ушли многие иностранные игроки, его надо будет удовлетворить. И должны его будут удовлетворить наши российские производители. И, наверное, самая актуальная мера поддержки сейчас, которая пока не анонсируется, это вот субсидии как раз-таки на приобретение оборудования для наших производителей, которые, соответственно, займут вот эту нишу, да, и обеспечат тот минимальный спрос, который у нас он будет. Хорошо, спасибо. Кстати, вот мы говорим о федеральных мерах поддержки, республиканские меры поддержки, Эмиль Рифарович, есть свой пакет? Да, он сейчас и формируется. Я хотел бы сказать и продолжить то, что было сказано на федеральном уровне правительством России. Были внесены изменения в свои нормативные акты, и запланировано, что будут предоставлены гранты для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Стартапы, да? Да, эта мера поддержки будет, оператором данной меры поддержки будет Министерство экономики Республики Татарстан в рамках нацпроекта. Там гранты до 500 тысяч рублей. Сейчас все меры поддержки в рамках национального проекта действуют, они скорректированы с учетом текущей ситуации. По линии экспорта мероприятий и перечень стран был скорректирован, переориентирован в первую очередь на азиатские, на дружественные государства. В рамках Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства мы также предоставляем широкий комплекс мер поддержки. Это и участие, и обучающие мероприятия, и ведение бухгалтерии, и услуги по сдаче отчетности. Все эти меры поддержки Где их найти? Были оцифрованы, они переведены в электронный вид на федеральном портале МСП РФ. Это портал, который разработан корпорацией малого и среднего предпринимательства. И для удобства предпринимателей в соответствии с их основными данными по ИНН после авторизации система автоматически подбирает определенный набор мер поддержки в блоке региональные. А также на данном портале можно получить информацию и о федеральных мерах поддержки, в том числе о займах для высокотехнологичных компаний. Хотел бы сказать, что эти меры поддержки, высокотехнологичные займы, они доступны только на данном портале. Вот. Сейчас дополнительно на уровне республики мы корректируем условия по дополнительным мерам поддержки именно в то есть по линии фонда и гарантийного фонда нашей республики. Всю информацию мы разместим у себя на официальном сайте. Когда ориентировочно ждать, в какой период? Ну, мы планируем, что в течение этой недели они уже будут окончательно приняты, и локальные акты они уже будут приняты. То есть пока сроки у нас такие. Но я хотел бы сказать, что эти меры поддержки, они уже есть. Ну, то есть именно по линии фонда поддержки, как «Мой бизнес» или по линии экспорта, они размещены и представлены на сайте корпорации малого и среднего предпринимательства на платформе МСП РФ. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим. Не переключайтесь. Я вообще-то смотрела! Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD! Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! МЧС России предупреждает. Пожарный извещатель поможет предотвратить трагедию. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. ТНВ теперь и на Рутуб. Выпуски программ, актуальные сюжеты, документальные фильмы и интервью на нашем Рутуб-канале. Подписывайся. Актуальные новости, прямые эфиры, выпуски программ и острые сюжеты в группе ТНВ ВКонтакте и в телеграм-канале ТНВ. Подписывайся.
Итак, от трибун нового века мы продолжаем сегодня обсуждать меры поддержки предпринимателей, есть ли коррупционные риски в получении этих мер поддержки. Артур Сергеевич, к вам вот сейчас тоже вопрос. Михаил Владимирович тут уже подытоживал показания, какие запросы есть. В целом, как вы сейчас оцениваете интерес предпринимателей к мерам господдержки? Какой запрос присутствует еще, возможно, дополнительный? Ну, на самом деле 13-15% довольно-таки настороженно предприниматели относятся, потому что... Согласна, да, Илья Сергеевич? Да, то есть это серьезно, скажем так, для предпринимателя понять, что значит, он справится с этими процентами, потому что это, значит, соответственно, надо коллектив подготовить, соответственно, нужно оборудование какое-то купить. Но еще вопрос в следующем, что если ты даже входишь в какую-то программу и начинаешь что-то производить, конечно, уже изделие или там промежуточные изделия, тебе надо понимать объем, какой ты должен произвести. И вот, наверное, с этой стороны тоже государству надо посмотреть, подумать, как зафиксировать возможности этого предпринимателя и сказать, да, действительно, там условно столько-то там аккумуляторов ты там должен выпустить, и мы готовы эти аккумуляторы в таком же количестве у тебя принять. И будут они реализованы. Границы будут закрыты. В этот момент, в течение года-двух, например, никто не завалит китайскими дешевыми аккумуляторами. В этот момент производитель сможет отработать тот кредит, который берет. Потому что, это такая программа очень серьезная, и надо действительно ее полностью рассчитывать. Еще предприниматели чаще всего обращаются, конечно, с вопросом, связанных с форс-мажором, потому что сейчас все чаще и чаще, особенно по 44-му, 223-му ФЗ, по 44-му там еще что-то можно сказать, но торгово-промышленная палата как система кураторство у нас, соответственно, с Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. И на сегодняшний момент, пока так не видит Торгово-промышленная палата Российской Федерации вот данную ситуацию как форс-мажор. И поэтому очень сложно дать. Но, опять же, форс-мажор определяется в каждом исключительном случае, то есть привязкой к конкретному договору. То есть надо смотреть, что там и как там. И надо дать должное предпринимателям, заказчикам, которым нужно в итоге получить реальное что-то там, изделие, услугу. То есть они даже идут навстречу, если идут на контакт исполнитель и, соответственно, как-то находит фундамент и подсказывает, что там произошло, там увеличение стоимости или там невозможно завести там данную какую-то группу товаров. Соответственно, заказчик очень часто сейчас уже тоже смотрит на возможности, реальную ситуацию, которая существует у нас в Российской Федерации. Что, Гульнара Дусовна, еще хотелось подытожить, все-таки есть ли проблемы с информированием? Все-таки ребята говорят, что присутствуют, да, то есть надо искать, вот опять есть еще один портал, потом еще один, еще площадки и так далее. Что-то в единое какое-то звено составляющее не ведет, да, такое объединение? Да, наверное, это все-таки проблема, она есть, особенно она касается молодых предпринимателей, начинающих. Вот нам много звонят, обращаются им еще сложнее. Если еще те предприниматели, которые уже ведут давно бизнес, они как-то научились в этих условиях, то молодым посложнее. Есть у нас телеграм-канал «Деловорот», у нас есть горячие линии везде, и в ТПП, и уполномоченного, и в ЦОПе. Более того, я общалась, когда с предпринимателями интересовалась, есть чаты, они создают свои чаты уже по своим отраслям, то есть народ и так уже пытается найти информацию. Наверное, нужно действительно как-то вот это систематизировать, чтобы, может быть, единая какая-то была база, где можно было все это найти. Но опять же, станет вопрос, о чем говорил Михаил, что все-таки, наверное, то, что в Москве сделали, когда предпринимателю помочь понять, какую меру ему нужно, вот это, наверное, тоже главное. Вводишь свои критерии, тебе выходит, вот совпало, да? Да, анализировать все это, сидеть, это надо целого специалиста иметь тоже, чтобы понять все последствия юридические, экономические. Борис Юрьевич Титов уже комментировал, на самом деле, вот эту ситуацию, связанную с тем, что акведов, может быть, у бизнеса много, и не факт, что тот, по которому он действует, у них основной. Поэтому здесь тоже есть зона риска. Хорошо, еще раз мы вернемся к IT-сфере. Илья Сергеевич, если перефразировать известное выражение, можно сказать, доступ к информации – залог развития. Вот чем сегодня Минцифра на санкции отвечает. И все-таки, какая потеря специалистов, о каких цифрах может идти речь? Об отъезде IT-специалистов сегодня за рубеж. Говоря об оттоке, в принципе, такого критического какого-то положения мы не наблюдаем. То есть, наверное, даже более можно сказать, что мы нацелены на то, чтобы айтишников становилось больше. Почему? Потому что сегодня тот ниша свободна, да? Да, тот беспрецедентный пакет мер поддержки, который был в начале марта анонсирован Михаилом Владимировичем Мишустиным по IT-отрасли. То есть это такие, грубо говоря, 5, наверное, самых крупных тезиса. Это налоговая преференция
да, будут у нас распространены для разработчиков мобильных приложений, в первую очередь. Второе, это на 3 года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога, то есть тоже, да, и проверки, соответственно, контрольно-надзорных органов тоже, о чем мы сегодня говорили. Третье, это предоставлены льготные кредиты, которые вот тоже говорил, да, до 3%. Четвертое, это сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить возможность отсрочки от призыва на военную службу. И пятое, правительство расширит предоставление грантов вот в нашей отрасли для отечественных конкретных решений. То есть мы в этом плане, отвечая на вопрос по оттока кадров, как говорится, то нет, мы здесь, наоборот, в связи с принятием такого большого мер поддержки, мы, наоборот, рассчитываем на то, что будет, наоборот, у нас увеличение айтишников. Хорошо, спасибо. Инесса Викторовна, мы часто говорим, что коррупционные риски снижают прозрачность. Сегодня об этом говорили, да? Цифровизация, перевод решений всех в онлайн-режим. Вот электронные торговые площадки в этой ситуации могут стать, ну, скажем так, тоже определенной мерой поддержки предпринимателей, на ваш взгляд? Здравствуйте и спасибо за вопрос. Да, эта мера уже существует. И хотелось бы, конечно, отметить, что, без сомнения, одним из эффектов развития интернет-торговли становится прозрачность или обеление бизнеса. Смотрите, на маркетплейсы невозможно зайти, если вы официально не зарегистрированное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый официально. Первый фильтр. Да, зарегистрированный. Соответственно, все ваши платежи, во всяком случае, все, что происходит, да, в обмене с маркетплейсами, все происходит только через расчетный счет, все становится максимально прозрачно и понятно. Но надо отметить, что предприниматели тоже не остаются в накладе, выходя на маркетплейсы. Мы несколько раз обращались к пандемийному периоду, и в тот момент именно выход на маркетплейсы для многих предпринимателей стал чуть ли не единственным шансом спасти свой бизнес. Потому что, смотрите, на данный момент, если предприниматели выходят в онлайн, начинают реализовывать свою продукцию через маркетплейсы, он имеет доступ к 70 миллионам покупателей России. Ну, какой еще канал может сравниться? Клиентская база, все. К вам придут 70 миллионов покупателей в магазин и посмотрят ваш товар. Поэтому надо отдать должное именно маркетплейсам, которые помогают сохранить и масштабировать бизнес предпринимателей, судя по... Ну и быстрее выйти на рынок в этой ситуации, да? Да, и показать свой товар всей стране. А если мы уже рассматриваем СНГ, то это почти 100 миллионов покупателей, где предприниматели могут реализовывать свой товар. И за прошлый год около 4000 предпринимателей мы вывели на маркетплейсы. Их оборот увеличился от 3 до 5 раз. Вот для примера могу привести пример. Наша компания казанская, это бренд одежды Амира, это семейная компания, которых вот в апреле прошлого года мы вывели на маркетплейсы, и они сейчас реализуют свою продукцию в 78 регионов России. То есть, ну вот, представьте обороты и их канал продаж, во сколько увеличился. Хорошо, Инесса Викторовна, прерву, потому что потихоньку программа так завершается. Сейчас вопрос к Марату Равильевичу. Еще есть такая вот, не знаю, мера поддержки, ее сложно, наверное, назвать. Ограничение уголовных дел по экономическим преступлениям. Что это такое? Объясните, пожалуйста. Вот это мера поддержки? Ну, в какой-то степени можно сказать, что это мера поддержки. Могу сказать, что это, значит, она была введена, наверное, изменением того или иного федерального законодательства. Вот хотелось бы отметить, что федеральным законом от 9 марта этого года, значит, номер 51, внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Теперь поводом для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Принятый закон направлен на совершенствование правового регулирования в сфере привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления. Внесенный в Уголовно-процессуальный кодекс поправки усиливает гарантии защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. В общем-то, я так поняла, мне сложнее, вам, наверное, легче, что все-таки это мера поддержки, да? Можно расценить как мера поддержки? Можно. Все. Главное, говорю, не злоупотреблять этим, наверное. Ну, конечно, главное не злоупотреблять, это тоже. Итак, чтобы мы работали по закону, поэтому то... Тут, в общем-то, в интересах всех сторон, да, всех присутствующих, и всех присутствующих тоже. Итак, если перейти к каким-то определенным прогнозам, мы понимаем, что, в общем-то, непростую экономическую ситуацию
Есть уже попытки и наживиться, и поймать рыбу в мутной воде, и расследование антимонопольной службы тут у нас это подтверждает. Салават Фуатович, на ваш взгляд, есть вот все-таки версия того, что мерами поддержки не смогут воспользоваться, те, кому она нужна? Или получат свои люди? Ну, был у нас такой опыт, и мы помним, были случаи ряда льготных программ в нашей истории, когда... Знаете, вот абсолютно правильно было сказано о том, что некоторые субъекты уже реализуют полностью именно различные порталы, поэтому в этой части мне очень было именно узнать мнение, в том числе и коллег из Министерства цифрового развития, именно о том, что мешает такое же сделать у нас в Республике Татарстан. Понятно, что у некоторых субъектов, конечно, может быть, какие бы то ни было более серьезные ресурсы, но я думаю, что Республика Татарстан в этой части, он передовик, и всегда, конечно, мы в различных пилотных проектах участвуем. И когда вы говорите о том, что вот может ли кто бы то ни было получить или не получить, Гульнар Люстовна абсолютно правильно ответила, здесь самое главное именно чтобы сделать так, чтобы большинство тех, кто хотел бы получить, соответственно, реализовали свое право. И чтобы у них не было никаких препонов, да, а если уж мы говорим про различную, например, статистику, да, и как вы говорите о различных правонарушениях или тем более преступлениях, да, то мы можем, с одной стороны, хоть и вы сказали об определенной, так сказать, поддержке, да, форм поддержки, но с другой стороны, те же самые статистические данные нам говорят о том, что если мы сравним 2020 и 2021 год, да, те же самые, например, выявленные преступления в сфере предпринимательства, в сфере именно против коммерческой службы, там достаточно серьезное увеличение почти в 2 раза. Если в 2020 году у нас было 59 таких преступлений, то по итогам 2021 уже 109, почти в 2 раза. Поэтому и примеров достаточно там много, то, что касается, когда некоторые, и как раз было правильно сказано, чтобы не злоупотребляли, да, у нас и по республике есть пример, когда в некоторых муниципальных районах заявляются на различные субсидии. У нас были такие примеры, в том числе некоторые должностные лица пишут о том, что они работают животноводами, да, фактически потом по итогам проверки выясняется о том, что они нигде не работают, это субсидии для получения, для строительства жилья, да, в сельской местности. И вот уже в текущем году у нас есть соответствующие возмещения на несколько миллионов рублей. Поэтому здесь самое главное именно действовать в рамках закона. Хорошо, спасибо, Марсель Эдуардович. Большое приношу извинения, что так долго к вам шла, но все-таки дошла до, наверное, главного выражения последнего дня, все-таки продовольственная безопасность, да, из гипотетической стала вполне реальной, из гипотетической фигуры речи стало вполне реальное, значимое выражение продовольственная безопасность. Мы говорили о том, что Минсельхоз открывает там достаточно много программ для поддержки наших фермеров, средних, мелких производителей в новых условиях. Вот что сегодня предлагается именно для развития сельскохозяйственной отрасли, какие меры поддержки, какие бы вы особенно выделили, возможно, и какие уже сегодня пользуются, ну, действительно такой популярностью? Ну, во-первых, нужно отдать должное федеральному правительству, президенту республики, правительству Республики Татарстан. Все мероприятия государственной поддержки и те объемы, которые были запланированы, они сохранены. Таким образом, вот, с федеральным софинансированием у нас в текущем году запланирована реализация 29 мероприятий поддержки. Только за счет средств бюджета республики это еще 40 мероприятий поддержки, итого на сумму более 13 миллиардов Можно говорить рублей. так о рекордных, действительно? Ну, это не рекордные, это на уровне прошлого года. Сохранили на уровне? Сохранили, да, на уровне прошлого года. Конечно, в преддверии подготовки к весенне-полевым работам особое внимание сейчас уделяется тем мерам поддержки, которые напрямую будут влиять на весенне-полевые работы. По таким мероприятиям господдержки объявлены отборы. У нас на сайте вывешена вся информация о таких мероприятиях господдержки. Кроме того, в части поддержки фермеров, нашим фермерам уделяется особое внимание. Они могут участвовать абсолютно во всех мероприятиях господдержки. Кроме того, для них отдельно есть различные гранты, субсидии. И мало того, в этом году у нас появились и новые мероприятия поддержки, такие как агротуризм и поддержка личных подсобных хозяйств. Ну вот, много говорят о различных порталах сегодня. Хочу отметить вот сервис «Мои субсидии», который реализует коллеги из Минцифры. И мы тоже свою лепту туда вставили. 6 мероприятий, мер поддержки включены были в прошлом году, в этом году еще 3. Но вот коллеги из Минцифры ставят перед собой очень амбициозную задачу все наши мероприятия поддержки перевести в текущем году в электронный вид. Поэтому мы очень ждем, когда эта работа будет реализована. Хорошо. Сколько там должно появиться в моих субсидиях-то? 59 мер поддержек. 59 мер да. поддержек. Это, в общем-то... Это региональные мер поддержки, вот как раз-таки тоже... Вот, только региональные, туда не входят федеральные? Да, что Салават Фуатович тоже говорил, то сегодня такая уже платформа там работает, да, и сегодня там забив ИНН там, и ОКВД по ОКВДам, то есть уже тоже будет проактивно предлагаться
необходимые, в которые вы можете там меры поддержки претендовать, так скажем. Ну, по крайней мере, на региональном уровне не надо нанимать человека, который бы сидел вот, да, ну, то есть раньше, Надеюсь, что все работает, все нормально, действительно востребованный ресурс. Да. Камиар Межагитович, на ваш взгляд, все-таки мер поддержки АПК достаточно ли на сегодня? Возможно ли вот в этих условиях говорить о развитии производства и переработки сельхозпродукции в условиях санкций? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех и за передачу, что вы нас здесь собрали. Поэтому вот каждое выступление моих коллег и государственных чиновников, она позволяет верить о том, что те мероприятия, которые разрабатываются в целом правительством Республики Татарстан, Министерством сельского хозяйства, да, она помогает, конечно, развитию малых форм хозяйства в агропромышленном комплексе. И если вы знаете, я коллегам хочу сказать о том, что 51,7% валовой сельскохозяйственной продукции это производится именно малыми формами хозяйствования. Да, если сказать, мы верим ли в того, что будем дальше развиваться, но крестьяне, особенно малый бизнес, он всегда служил опорой и плечом государства. И поэтому те программы, которые вот буквально в апреле были защищены нашими фермерами, их было, которые защитились, было более 130 фермерских хозяйств. Это не результаты не сегодняшнего дня, мы работаем где-то на 3 года уже вперед. И поэтому есть уверенность о том, что те проекты, которые были защищены, они будут, конечно, внедрены в жизнь. Но я бы здесь сказал и о том, что все-таки мы здесь в этой телестудии разговаривали по поводу ажиотажного спроса. И поэтому я еще раз хочу сказать, чтобы наши потребители были уверены в том, что то, что делает в целом государство, и то, что делают крестьяне, она, конечно, направлена на то, чтобы побольше произвести продукцию, переработать и реализовать. А если говорить еще о резервах, наверное, резервы есть, и об этом и Министерство сельскохозяйства, наверное, должен разработать какие-то еще дополнительные программы по импортозамещению, потому что на сегодняшний день и предприниматели здесь говорили о том, что импортозамещение имеет очень важное на сегодняшний день значение. Потому что если мы примем дополнительные решения на уровне Российской Федерации и Республики Татарстан по инвестиционным проектам, которые должны выстрелить не через 2 года, а сегодня, и тогда, наверное, мы можем с уверенностью сказать, те задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации, нашим президентом, они, конечно, будут выполнены. И мы надеемся, что мы вот совместно и Минэкономики, Минцифры, и надзорными органами сделаем так, чтобы нашим крестьянам было так, чтобы им не мешать работать. Я имею в виду то, что плановые, внеплановые проверки, нам-то разницы нет, что это плановая проверка или внеплановая проверка. И поэтому здесь вопрос, на какие из них мораторий наложен. Очень четко здесь уяснить для себя и для надзорных органов, потому что наступает очень ответственный момент, когда мы уже практически готовы выйти на поля, подбиваем некоторые финансовые свои возможности. Осталось буквально 2-3% отремонтировать ту технику, которая выйдет на поля. Да. И поэтому здесь вот это вот важным звеном является. И то я хочу последнее сказать о том, что если предприниматели, сидя в офисах, тоже делают свою продукцию, она нужная, необходимая, но мы работаем под открытым небом. И, как говорится, как
Бог пошлет какую погоду, и мы надеемся, быстрее весну и что пошлет, погода будет пожалуйста. хорошая. Спасибо. Утомили этой зимой. Спасибо большое. Марсель Зайц, все-таки вот по поводу крестьян, по поводу фермеров говорили. А вот какие конкретно меры поддержки? Может быть, помощь в кооперациях, переработке, закупка семян через экосистему? Что есть вот человеку с земли и таких вот реальных, действительно, реальные инструменты поддержки? Ну, опять-таки повторяюсь, наши фермеры, они имеют возможность получения господдержки абсолютно по всем мероприятиям, предусмотренным Минсельхозом, как федеральными мероприятиями поддержки, так и республиканскими. Кроме того, есть в рамках национальных проектов мероприятия агростартап, семейные фермы. Дальше уже они могут вырасти в кооперативы, создать свою экосистему такую. Ни одна программа же не закрытая, правильно понимаю? Нет, все программы сохранены, все программы работают. Кроме того, вот, большое внимание уделяется молодежи, ведется профориентационная работа с теми, кто будет в этом году возвращаться к себе в село. То есть реальные инструменты есть? Инструменты есть. Мы все-таки говорили с вами по поводу открытого такого механизма получения мер господдержки. Вот давайте попробуем определить такое, где искать этот информационный ресурс, действительно, что делать тому, кто сейчас около телевизора, понимает, что ему нужны, что тут огромные пакеты мер, куча порталов. Какой маршрут, какую логистику мы сейчас можем выстроить, Михаил Владимирович? Ну, я думаю, что Куда здесь идти? уже опыт есть. Да, бизнес и власть надо однозначно быть вместе, за ручку идти этот сложный путь. Оперштаб на уровне республики работает, на уровне города работает. Сегодня важно проводить больше офлайн-встреч для того, чтобы редактировать хотя бы наши меры поддержки региональные, да, наш текущий ресурс в те, что действительно нужно предпринимателю. А это можно услышать только у них, а не придумать в кабинетах. Спасибо. И в завершении нашей программы, такой, давайте подведем итоги. Все-таки сегодня... Какое сегодня время? Время заявить о себе или время там, консолидировать общие усилия на решение глобальной задачи? Давайте вот в это сложное время, что нам предстоит, на чем акцентироваться? Савл Фадович, мы, наверное, вами завершим, подытожив программу. Если можно, коротко начнем. Я все-таки, наверное, извините меня, представители ведомств, начнем, наверное, с предпринимателей, с теми, кто общается с предпринимателями. Гульнара Ильдусовна. Но мы пропаганду ведем в плане того, что все-таки предприниматели с своей стороны тоже должны проводить антикоррупционную политику. Мы постоянно об этом говорим. Это должны быть локальные внутренние документы, которые направлены против как раз коррупции. Это очень важно, и работа с персоналом, и все не только о чиновниках говорить в этом плане приходится, но в то же время и бизнес должен сам проявлять такую же добросовестность. И тогда открытые механизмы у нас более будут. Хорошо, Михаил Владимирович. Однозначно время возможностей, не говоря о мерах поддержки. Сегодня на рынке бизнеса произошла такая уравниловка, когда гиганты ушли, освободив платформу, их клиентов кто-то должен забрать. Для бизнеса однозначно сейчас время возможностей. Клиентов у гигантов осталось Конечно, много, нам да? надо работать в 10 раз больше. Спасибо, Илья Срамисович. Я хочу сказать, что сейчас именно то время, когда бизнес должен быть сильным и проявлять себя как-никак еще сильнее, чем по сравнению там, с другим периодом. Потому что сейчас сложный вопрос, и его можно решать только совместно. И, безусловно, сейчас время возможностей, сейчас очень интересное время, которое и государство, и бизнес могут в очень мощный, серьезный результат превратить совместно. Я хочу сказать о том, что все-таки за 30 лет развития малых форм хозяйства в агропромышленном комплексе у фермеров и, наверное, уже у начинающих фермерских хозяйств сложилась такая активная жизненная позиция, при котором та окружающая действительность, которая есть, она позволяет и внести свои предложения, но и предложения ждать или помогать для того, чтобы те проблемы, которые возникают, оперативно решать. И я думаю, что мои коллеги, услышав мои слова и слова моих коллег, сделают соответствующие выводы, и мы сделаем так, чтобы и нам, и нашим потребителям все-таки жилось лучше, чем вчера.
Хорошо, Алексей. Ну, действительно, время возможностей. Я Михаил добавлю, наверное. Михаил сказал, что надо работать в 10 раз больше. Вот когда Руслан Нургалиевич у нас был в торгово-промышленной палате, он сказал, что надо работать быстрее. Я бы сказал, в 10 раз быстрее надо работать. А из программ, которые не хватает, из программ, которые не хватает, на самом деле, вот я так ретроспективу делаю, значит, сколько мер у нас всегда было, я во всех там участвовал, ну, в качестве там комиссии, участник комиссии. Самая лучшая была программа, на мой взгляд, это все-таки субсидирование понесенных затрат при покупке оборудования. Когда 50 на 50, то есть предприниматель сам покупает то, что ему нужно, и государство ему компенсирует. Это производство. Спасибо. Ну, это не последний пакет мер поддержки, может, что-то нравится, Инесса Викторовна. Ага, но я бы тоже назвала время возможностей и время открытий для бизнеса. Как уже поддержу бизнес, и Михаил говорил, ряд крупных игроков ушли с нашего рынка, и сейчас есть очень хорошая возможность предпринимателям нашей республики занять эти ниши. Марсель Азатович. Хочу отметить, что вот и во времена пандемии, и во времена любых кризисов агропромышленный комплекс и вообще крестьяне ощущают груз ответственности на себе, поэтому, несмотря ни на какие преграды, работают. Я думаю, и в этом году у нас на столах будет и хлеб, и молоко, и мясо. То есть республика обеспечит себя полностью. Илья Сергеевич. Конечно, время для плодотворной, активной работы сегодня. Это особенно при тех, вот, по части IT, это при тех мерах поддержки, да, это вообще золотой век. В 10 раз больше и в 10 раз быстрее нужно работать. Хорошо, спасибо, Марат Равильевич. Как вы считаете? Несмотря на введенный мораторий государства на проведение плановых проверок и частично, можно сказать, и на внеплановые проверки, так как стало проверять контролерам тяжелей, органам, предпринимателям необходимо стать для самих себя контролерами, чтобы не допускать нарушения в той или иной сфере, так как, хотелось бы обратиться к предпринимателям, от вашей деятельности зависит жизнь и здоровье наших граждан. Все, хорошо, спасибо, Эмиль Ифарович. Да, это действительно время и время возможностей, и время, необходимое для нашей совместной работы. Хотел бы только дать определенные рекомендации и пожелания, чтобы при получении мер поддержки, при получении информации о мерах предприниматели пользовались только официальными источниками информации, которые размещаются на официальных сайтах правительства России и правительства Республики Татарстан, для того, чтобы ни у кого из заинтересованных сторон не возникло никаких проблем. Хорошо, Исаак Фатович, завершение. Ну, очень коротко, конечно же, время достаточно сложное, но время интересное, время определенных результатов. И поэтому, когда все-таки мы говорим об именно антикоррупционной деятельности, конечно же, о том, что как президентом республики на это обращается крайне пристальное внимание, без үткен тормышында аны истә тотып, хәзерге көнне уйлап, әлбәттә киләчәкне дә уйларга тиеш. Һәм без бергә булырга, һәм без булдырабыз. Моны һәрвакыт без истә тотырга тиеш, һәм әлбәттә без закон нигезендә яшәргә тиеш. Рахмат, Исаак Фатович. Я благодарю еще раз всех экспертов в этой студии. Это была «Трибуна нового века». Было интересно, я думаю, и полезно тем, кто сегодня пытается открыть для себя эту новую нишу возможностей. Всего доброго, до свидания. А чем вам нравится?